Эксперты рассчитали, когда пойдет на спад пик заболеваемости COVID-19. По итогам исследования ожидается, что число больных начнет снижаться в начале ноября. Это в случае благоприятного развития событий. Возможности выявления и лечения инфицированных в Ингушетии обсудили на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под председательством Махмуда Али Калиматова. В регионе функционирует 565 коек, из них 373 с кислородом, в том числе 72 реанимационные. Подробности Дарья. Для увеличения охвата населения тестированием лаборатории Ингушской республиканской клинической больницы перинатального центра с 5 октября переведены на круглосуточный режим работы, а с 16 октября из Сунжской центральной районной больницы. За последние 2 недели количество исследований увеличилось более чем в 2 раза. Министр здравоохранения Ингушетии Рукия Таршхоева подчеркнула, что увеличение охвата и, соответственно, выявляемости и результативности исследовательской деятельности сказалось на динамике, фиксируемой ежедневной статистикой. Также рост обусловлен началом учебного года и возвращением людей из отпусков. Но это, по ее словам, было прогнозируемо. Основной акцент как представителей регионального Минздрава, так и Роспотребнадзора делался на необходимости соблюдения мер профилактики. Заболеваемость после похорон резко увеличивается. Соответственно, там большие контакты. Эти люди приходят в семью. Начинается семейные, среди родственников контакты. То есть в основном 80% это не маленькая цифра. И 80 до 80%. А вообще, где скученность, там понятно, там будет инфекция. Это всегда так было. Любая вирусная инфекция, она идет там, где есть скученность населения. Поэтому вот мы говорим с ношением масок, мы говорим про перчатки. Но мы часто упускаем дистанцию. Соблюдение дистанции – это очень важно. То есть не будет дистанции, так как сам вирус, он тяжелый. Это не грипп. Он на больших расстояниях он не уходит. Он уходит на короткое расстояние. Поэтому всегда говорят соблюдение хотя бы 1,5-2 метра. И вот эту дистанцию, если расчертить, если мы будем рассадку делать, учитывая вот эту дистанцию, то мы, соответственно, можем снизить заболеваемость. Следующий шаг – это обеззараживатель воздуха. Ну, хотя бы проветривать. Через проветривание помещений. То, что мы пытаемся в больницах даже делать. Это должно быть обязательно. И следующим шагом, чисто профилактические мероприятия, это теплое питье. Это уже доказано медициной. Если каждые 1,5-2 часа делать по несколько глотков теплой воды, а если она будет с кислой средой, то есть даже лимонной, это просто это вас защищает на несколько дней. По заявлению главы региона, власти не намерены в ближайшее время вводить массовые ограничения, пока рост контролируемый. Ситуация стабильна и нет опасений о возникновении перегруженности системы здравоохранения и учреждений, на которые ложится основная нагрузка по лечению заболевших COVID-19. Но населению настоятельно рекомендуется внимательно отнестись к правилам и рекомендациям врачей во избежание заражения. В дальнейшем решения будут приниматься, исходя из статистики и изменений эпидситуации в республике. Анализ, который делают и сами врачи, и руководители тех ведомств, все-таки огромную роль играет все-таки вот это осенне-зимний переход респираторных заболеваний, поэтому очень внимательно надо относиться к этому. За собой надо следить, особенно касается здравоохранения, школы, детских садов, спортивных соревнований. Просьба тоже обеспечить. Если что-то не хватает, у нас есть запасы для того, чтобы вам помочь в части первых вещей, там маски, там перчатки, дезинфицирующие вещи. Главы запишите. И сельским поселениям скажите, каждый магазин большим шрифтом в магазин без маски не входить. Школы, больницы. Напишите тоже, каждый директор пусть вывесит большой плакат в помещении, школы, детского сада, больницы. Без масок не входить. Мы должны срочно снизить эту грань, которая у нас тут поднялась. Нам надо ее убрать. Дистанцию-то можно соблюдать. И вот этой части нам надо очень серьезно подойти. Мы сегодня накатали систему, у нас врачи, они знают, как лечить. Давайте дифференцированно подходить. Мы теперь понимаем и знаем, где у нас болевые точки,
Вот давайте работать в этом направлении. Вот эти предостерегающие меры я предлагаю и Роспотребнадзору, и министерству, может вместе, может быть раздельно, доведите до людей. По данным Оперштаба на 20 октября общее число заболевших составляет 6765 человек. Из них выздоровело 5536, смертельных случаев 91. Сегодня на лечении в подготовительных стационарах находится 353 больных. Из них 14 детей и 140 лиц старше 65 лет. Амина Бокова, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Суров. Новости 24.